Всем привет, друзья! В эфире телепроект «Тонус». С вами я, Урмат Насыкулов. В 2012 году Международная федерация бодибилдинга IFBB включила в список своих соревнований новую мужскую номинацию «Men's Physique», или, как ее еще называют, пляжный бодибилдинг. Данное направление бодибилдинга рассчитано на тех спортсменов, которые не наращивают огромную мышечную массу, но при этом обладают красивым, эстетичным телосложением. Сегодня мы поговорим с вами о Men's Physique, а героем выпуска станет чемпион Кыргызской республики в этой категории Асылбек Турабеков. Men's Physique или пляжный бодибилдинг представляет из себя некое сочетание двух направлений – бодибилдинга и фитнеса. Мужская фигура на этих соревнованиях не должна изобиловать мышечной массой, поражать вздутыми жилами и увеличенными пропорциями. Здесь все должно быть в меру. Прокачанный рельефный торс, пропорциональное соотношение плеч и бедер, неперекачанные ноги, здоровый вид кожи. Спортсмены должны быть одеты в шорты до колен. Судьи уделяют внимание симметричности мускулатуры, общему сложению атлетов, поведению на сцене и харизме. Как правило, победителями становятся атлеты, у кого наиболее симметричные пропорции мускулатуры и отменное общее физическое состояние. Суть данной номинации состоит в том, чтобы спортсмены не были перекачаны. В 2012 году Men's Physique был включен в рамки соревнований по всему миру. Начал приобретать свою популярность и получил огромную армию фанатов. Сегодня об этом новом и популярном направлении мы поговорим с Асылбеком Турабековым. Несмотря на свой молодой возраст, Асылбек уже достиг высоких результатов в спорте. В этом году он стал чемпионом Кыргызской республики в категории Men's Physique до 175 сантиметров и получил награду от рук живой легенды бодибилдинга Денниса Вульфа. Помимо занятий спортом, наш герой является успешным предпринимателем. Его проекты также связаны с развитием спортиндустрии. Он открыл современный фитнес-клуб и в будущих планах создание целой сети спортивных центров. Ну и самое главное, Асылбек является отцом семейства. Супруга Наргиза и дочь Адеми – главная мотивация в его жизни. Сейчас они ждут пополнения в семье. О том, как проходит тренировка пляжного атлета и как эффективно совмещать различные сферы нашей жизни, смотрите далее в нашем выпуске. Будьте в тонусе. Ни свет, ни заря, наш сегодняшний герой уже проводит свою утреннюю тренировку. Пойдемте с ним знакомиться. Асылбек, приветствую. Приветствую. Как ты, дорогой? Хорошо, отлично. Как настроение? Отлично, отлично. Сегодня телепроект «Тонус» у вас в гостях. Что ты нам сегодня расскажешь? Очень приятно видеть вас у себя в гостях. Сегодня я расскажу вообще, что такое Men's Physique, что он из себя составляет. Расскажу о питании, потому что залог хорошего тела – это все-таки 70% питания и уже 30% силовых тренировок. Вот, и сегодня мы будем качать дельтовидные мышцы, то есть это мышцы плеч, потому что Men's Physique – это в первую очередь узкая талия и широкие плечи, основные критерии. Ну вот, друзья, как вы поняли, сегодняшняя программа будет очень интересной, будет жарко. Оставайтесь с нами. Men's Physique – это в первую очередь широкие плечи, узкая талия. Сегодня мы будем работать над дельтовидными мышцами, то есть над плечами. Ну, как плечи у нас состоят из 3 пучков дельта. Это передняя дельта, это средняя дельта и задняя дельта. Уклон у нас больше будет на заднюю дельту. Как таково у всех задняя дельта отстает, и она на большую часть отвечает именно за округлость плеч. То есть это задняя дельта. Так же, как и трицепс, допустим, это 70% массы руки зависит от трицепса. Тут же и плечо, задняя дельта. Мы начинаем нашу разминку. Это обычные гантели 2,5 килограмма. Делаем разводки в стороны или силовые через стороны. Упражнение выглядит примерно так. То есть разводим руки в стороны, поднимаем, локти чуть полусогнутые. А сколько повторений должно быть? Вот здесь мы сделаем раз 20, просто чуть-чуть разогнать нашу кровь, разогреть мышцы. После делаем подъем гантель перед собой, разминаем переднюю дельту. Когда ты готовишься к соревнованиям и сушишься, ты видишь все свои недостатки. То есть в межсезонье, когда ты не готовишься, ты просто заливаешься водой, и, в принципе, свои недостатки увидеть очень трудно. Но тогда, когда ты выводишь всю воду из организма, все жиры, и ты, сухой, и тогда ты уже видишь те мышцы, которые у тебя отстают, какие мышцы у тебя более прогрессируют.
Дорогие друзья, мы завершили небольшую разминочку, теперь перешли к основному упражнению. Аслбек, рассказывай, что за упражнение, что за аппарат? Это тренажер со свободным отягощением. Вообще все упражнения, которые мы работаем со свободным отягощением, они более эффективны, нежели, скажем, делать упражнения в блочном тренажере. Этот тренажер прорабатывает передний и среднюю дельту. Продемонстрируй, пожалуйста, как это делается. В принципе, здесь ничего сложного нету. Подъем. Сейчас мы разминаемся, делаем на 15. Это разминочный вес, да? По 10 килограмм. Сколько повторений, сколько подходов должно быть в этом упражнении? Вообще обычно я делаю упражнения на 15-20 повторений, 4-5 подходов. То есть, допустим, обычно, стандартно, когда вы приходите в тренажерный зал, вам дают программу, и в программе 3 подхода 7-10 раз, скажем так. Но это неправильно, это вообще, как можно так даже сказать, посмеяться, это прошлый век. Вообще, чтобы хорошо, качественно проработать группу мышц, нужно делать упражнения на 15-20 раз, то есть нужен хороший пампинг, максимально дать приток крови в мышцы, и тогда будет хороший рост мышечный. Делаю на 20 повторений, 3, 4, 5, 6. И при этом не забываю дышать, вдох-выдох. Аслбек, мы закончили упражнение со свободным весом, да? Теперь мы перешли к следующему упражнению. Что за упражнение? Это вообще, как в простонародье, Смит-машина, тренажер Смита. Это аналог упражнения жим гантелями сидя. То есть это тоже относится к базовым упражнениям. Прорабатывается, большой уклон на средний пучок, но так как оно базовое, прорабатывается, в принципе, и передний, и задний пучок. Так, посмотрим, как это выглядит. То есть вот мы и начинаем подъем и опускаем гриф за голову. Опускаю штангу до мочек ушей. То есть не до конца. Опять же, минимизировать травмоопасность упражнения. То есть, опять же, подъем. И в таком Средней амплитуды, да? средней амплитуде, в одном темпе. Тоже, как ты говорил, 12-15 повторений. Да. Предлагаю тебе попробовать. Аккуратно. Опускаем. И вот у тебя прорабатывается средний пучок. Он в напряжении. Урмат, скажем, весишь ты 80 килограмм. Для хорошего мышечного роста ты свои 80 умножаешь на 2. Ты получаешь 160. То есть в день, в сутки ты должен потребить минимум 160 грамм белка. И, скажем так, 200-250 грамм углеводов. Но это углеводы сложные. Сложные углеводы. Что это? Это рис, овсянка, гречка. Все. И получается, очень должно быть много клетчатки. То есть, когда ты потребляешь, скажем, в день 160 грамм белка, чтобы твоя печень не напрягалась, чтобы твой организм вообще мог это все переварить, что нам нужно? Нам нужно элементарно обычные салаты. То есть это огурцы, это капуста, просто обычная зелень. То есть ты должен это все совмещать. И твое питание, оно должно минимум быть 5-6 раз в день. То есть у тебя не должно быть чувства голода, но ты при этом и не должен переедать. Люди уже осознали, что нет такого понятия привести себя в хорошую форму за месяц, за два. То есть это все равно это годы тренировок. То есть это даже не за полгода, это даже не за год. Это образ жизни. Это образ жизни. То есть ты должен обязательно хотя бы минимум в неделю 3 раза прийти в тренажерный зал. Минимум 3 раза в неделю. Мы закончили упражнение в Смите. Теперь мы подошли к упражнению к разводке и сведению рук. Но здесь, получается, мы разводим. То есть, когда мы сводим это... Мы работаем уже груди, а здесь мы настроили наш тренажер на разведение рук. То есть, при разведении
рук. Если сесть спиной, то уже работает задний пучок мышц. Работает задний пучок дельты. Сейчас я примерно продемонстрирую, как это будет выглядеть. В простонародье еще называют это упражнение бабочкой. Да, бабочкой. Все. Максимально прорабатываем. Задний пучок, как я говорил, то, что это самый отстающий. Почему-то многие забывают, да? Да, многие очень забывают. Но при этом нельзя забывать, что эта мышца дает округлость. Да, именно округлость. Все мы хотим иметь круглые, большие плечи. Так, сейчас до конца так надо. Локти вот здесь чуть выпрямляем их. Вот, локти выше. Вот так чувствуешь? Вот, сейчас у тебя работает задняя дельта. Локти повыше, Урмат. Дышим, не забываем. Так же, как и предыдущие упражнения, мы проделываем 10-15 повторений, 4 подхода. Да? Дорогие друзья, если вы хотите получать больше полезной информации о спорте и здоровом образе жизни, подписывайтесь на нашу страницу в Фейсбуке. Ну а вы не переключайтесь, потому что далее мы более подробно расскажем о нашем герое Асылбеке Турбекове. Ну что, дорогие друзья, вы смотрите телепроект «Тонус». Мы продолжаем общение с нашим героем Асылбеком Турбековым, который является чемпионом Кыргызской республики в номинации Men's Physique. Асылбек, благодарим за динамичную, энергичную тренировку. Теперь перейдем к нашей части интервью. Расскажи, пожалуйста, коротко о себе. Ну, я родился 15 сентября 1990 года. Родился я в Бишкеке. Выходец я из такой, можно сказать, обычной семьи. Вот, отец и мать были обычными госслужащими. В семье нас 6 человек. То есть, ну, я имею в виду детей, помимо папы и мамы. То есть, да, довольно-таки большая семья. Имею высшее образование. Закончил я Кыргызско-Российско-Славянский университет, факультет международных отношений по направлению мировой экономики. Ну, вообще по специальности, как бы в дипломе у меня прописано, что я специалист по макроэкономике. Ты сказал то, что у тебя бизнес связан именно со спортом, да? Да. Но ведь известно, что на спорте сейчас, в данное время в Кыргызстане, много не заработать. Но ты, тем не менее, продолжаешь вкладывать, инвестировать. С чем это связано? Ну, на это есть очень много факторов. Да. Есть и религиозные факторы, допустим, да, я не могу заниматься бизнесом в сфере, где будет алкоголь. Я как бы такой человек, я богобоязненный человек, да. А фитнес-индустрия, я именно развиваю спорт, это я своего рода, я считаю, то, что я помогаю как-то людям, да, то есть я даю им возможность заниматься здоровым образом жизни, я это пропагандирую, и мне это нравится, я хочу, чтобы у нас в стране была здоровая нация, чтобы нежели чем люди будут, я не знаю, прохлаждаться, там, скажем, в каких-то барах, там, в караоке-клубах, напиваться, там, накуриваться. Лучше это время с пользой потратить. Как бы мы как бы отвечаем за подрастающее поколение, мы должны показывать пример, да, то есть подрастающему поколению тем, что, да, и вот как я и говорил, меня очень радует то, что на сегодняшний день в Кыргызстане очень сильно развивается вообще индустрия спорта. Чтобы везде успевать, и в спорте, и в бизнесе, и как-то в личной жизни, нужна какая-то сильная, мощная такая мотивация. Конечно. Да? Нужна какая-то особенная философия. Да. Какая у тебя философия жизни? Вообще в жизни как бы без мотивации никуда. Неважно, чем ты занимаешься, да. Допустим, ну, в данный момент можно сказать, я более мотивирован именно такими семейными ценностями. Ну, на данный момент я состою в браке уже 3 года. У меня есть прекрасная жена, прекрасная дочка. И вот Буйруса скоро тоже
ожидаю второго ребенка. И, конечно, и у меня есть мои родители, которые дали мне то, что я сейчас имею. То есть дали мне образование, показали мне, дали мне жизненные ценности. Это мой дедушка. Я вообще тоже очень долгое время рос с дедушкой. А у меня дедушка, он, по сути, всегда был семьянином. И я очень всегда на него равнялся. То есть я хочу, то есть здесь в плане бизнеса, почему я мотивирован, то, что я просто хочу дать своей семье, ну, чтобы они ни в чем не нуждались, дать своим родителям, отдать, так сказать, им должное, вернуть им то все, что они дали мне в 10-кратном размере. Что дал тебе спорт и здоровый образ жизни вообще? Какие плюсы помимо вот каких-то физических показателей? В первую очередь вообще спорт, он развивает в человеке дисциплину. То есть дисциплина состоит в постоянности. То есть у меня есть постоянность, я каждый раз прихожу в тренажерный зал, я занимаюсь, я соблюдаю диету. Диета в первую очередь соблюдается не для того, чтобы показать, какое у тебя красивое или шикарное тело. Это в первую очередь для себя. То есть это здоровый образ жизни. То есть это жизнь без алкоголя, без никотина, без каких-то вредных привычек. Это режим. То есть он закаляет в тебе в первую очередь дисциплину. И приходя в спорт, неважно, какой это спорт, пусть это будет прикладной, пусть это будет тренажерный зал или спорт, нужно приходить туда с целью не быть агрессором. То есть я в первую очередь, как различаются профессиональные спортсмены, я вижу, что человек, вообще спортсмен, это человек, который такой более удержанный. То есть тот человек, который ходит на улицу, он не показывает себя, вот я, допустим, боксер, я борец, я вот сейчас пойду там каждого второго поломаю. Нет, это в первую очередь человек отвечает за окружающих и за себя. Это большая ответственность. Аслбек, в конце нашего интервью мы всегда даем возможность свободного микрофона нашим героям. Слова мотивации от Аслбека Турабекова. В первую очередь я хочу обратиться именно к молодой аудитории, подрастающему поколению. Я хочу, чтобы наш Кыргызстан, он был сильным, здоровой всегда нацией, чтобы люди больше времени уделяли спорту. И не только обычные спортсмены, а так же, как и бизнесмены, потому что если есть возможность, нужно как бы помогать. Нужно помогать спортсменам, потому что это все-таки лицо нашей страны. Это пример подрастающему поколению. Нужно популяризировать. Нужно, чтобы просто индустрия спорта, я хочу, чтобы она очень сильно развивалась. И в первую очередь это саморазвитие в себе. Вот и все. Ну, Аслбек, спасибо тебе за интересный проведенный день, за отличную тренировку, за возможность пообщаться с тобой. Я думаю, что наши телезрители узнали много интересного. И от лица нашего генерального партнера компании Литхаус мы хотим вручить тебе такое благодарственное письмо. Спасибо за большое. вклад в развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни в Кыргызстане. Спасибо тебе. Спасибо вам. И вот такой замечательный сертификат на приобретение квартиры в размере 150 тысяч сомов. Спасибо большое. Ну а мы напомним, что компания Литхаус заботится о благосостоянии народа и здоровье нации. Дорогие друзья, ну а на этом выпуск, посвященный Men's Physique, завершается. В гостях у нас был молодой предприниматель, успешный спортсмен и просто отличный семьянин Аслбек Турабеков. Верьте в себя, думайте только о хорошем. И будьте в тонусе вместе с тонусом. This is Combine Training. Let's go!